О самых заметных событиях понедельника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Якутские разработчики представили перископный прицел. Он позволяет воину в бою совершать выстрелы из укрытия. Какие преимущества у новой разработки? Якутский онкологический диспансер начал прием пациентов в новом здании. Первым подразделением стало поликлиническое отделение. Сколько пациентов могут принять онкологи в течение рабочего дня? Обучить креативным решениям молодых талантов и помочь их продвижению. Такие цели ставит перед собой медиашкола «Аяр». В этом году мероприятие проходит в рамках фестиваля «Мусустар». А участники конкурса «Сулустар» уже в Якутске готовятся покорить столичную сцену. Кто станет специальным гостем фестиваля в этом году? В столице Южной Якутии дан старт году семьи. В соответствии с указом президента Владимира Путина особое внимание будет уделено многодетным семьям. Утвержден план мероприятий. Президент Владимир Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников специальной военной операции и членов семей погибших без условий, предусмотренных программой. То есть участникам СВО и родным погибших в ходе спецоперации не будут предъявлять требования по возрасту и семейному положению. Напомним, в прошлом году правительство России увеличило предельный размер кредита по программам дальневосточной и арктической ипотеки с 6 до 9 миллионов рублей. Решение принято по поручению президента, которое глава государства дал по итогам Восточного экономического форума. А единое пособие для семей добровольцев будут назначать в особом порядке. Единовременные выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей при расчете единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Такое постановление подписано в правительстве. Речь идет о выплатах в связи с ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях. Ранее было принято решение не учитывать доходы мобилизованных при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия. А якутские разработчики представили перископный прицел. Он позволяет воину в бою совершать выстрелы из укрытия, после чего легко откидывается в сторону. Такой прицел делает военнослужащего практически недоступным для вражеских снайперов и штурмовиков при стрельбе из укрытия. Сборка прицела производится вручную методом холодной штамповки, что придает ему особый характер. Разработчики отметили, что прицел отправлен на испытания в зону спецоперации. Кроме этого, инструкторы, подтверждая его эффективность, дали положительные отзывы и сейчас используют прицел на военно-тактических учениях. Очень хорошая штука. Мы получили 2 таких прицела, и у нас ребята тренируются с ними. Вот именно на этих автоматах, пробуя, как оно, все положительные отзывы. Потому что бой на коротке, это обычно нужно высовываться. Это вероятность пулевого или осколочного поражения. Поэтому, используя такой прицел, солдат более защищен и ведет огонь не просто так, в никуда, а конкретно на поражение и подавление. Между тем, в федеральный закон об оружии внесены изменения. Каждые 5 лет гражданам, имеющим огнестрельное оружие, необходимо проходить медико-токсикологическое исследование, а также получать медсправку. Кроме этого, владельцы оружия ограниченного поражения и газовых пистолетов должны пройти курсы безопасного обращения. Участникам спецоперации рекомендуют сдавать оружие на хранение в Росгвардию для недопущения тяжелых последствий. В связи с принятием решения Илтумен о переименовании улицы Автодорожная в проспект Михаила Николаева. Здесь хочу прокомментировать и, пожалуйста, запомните, что к нам в отдел, непосредственно к нам по городу Якутску обращаться через портал госуслуги только после того, как у вас в паспорте появится новый штамп, где, например, будет уже штамп стоять, что проспект Михаила Николаева. Соответственно, как говорится, в паспорте Михаила Николаева прописка и разрешительные документы.
В Госсобрании Илтумен Комитетом по охране здоровья проведен правительственный час под председательством Светланы Давыдовой. Приняли участие члены постоянного комитета по охране здоровья, члены правительства, представители центральных районных больниц республики. Как сообщила министр здравоохранения Якутии Елена Афанасьева, в 2023 году по вылету санитарной авиации было запланировано 340 вылетов. По итогам года совершено 374 вылета. Эвакуировано 707 человек при плане в 510. По проекту модернизации первичного звена здравоохранения построена поликлиника в селе Тыкюль на 200 посещений. Завершается строительство больничных комплексов в селах Чурапча, Хану и Усть-Мая. Мы знаем, что по результатам 2023 года процент ветхих и аварийных жилых зданий здравоохранения должно было оставаться где-то порядка 26%. Но сегодня оно, конечно, немножко больше. И вот последние объекты, которые будут сданы, они которые должны были сдаться по результатам 2023 года, но с учетом некоторых, моментов по транспортировке, логистике, они будут введены только в 2024 году, но эти показатели, конечно, улучшат. И вот следующий год, то есть уже наступивший этот год, там вот эти показатели должны быть улучшены. Якутский онкологический диспансер начал прием пациентов в новом здании, торжественно открытом 2 февраля. Первым подразделением принявших пациентов стало поликлиническое отделение центра, рассчитанное на 220 посещений в смену. О первом рабочем дне онколога в новом здании расскажет Вероника Таюрская. За пару часов первого рабочего дня онкологический диспансер принял порядка 20 пациентов, пришедших как на первичный, так и на вторичный прием. Поликлиническое отделение старого центра могло принять 144 пациента в день. Сейчас врачи могут осмотреть порядка 220 человек. Благодаря новому онкодиспансеру планируется ежегодно принимать до 20 тысяч пациентов. У нас расширился штат, стало больше докторов, соответственно, помощь нашим пациентам стала более доступна. Также у нас наше отделение оснащено высокотехнологичным медоборудованием, которое помогает более квалифицированно диагностировать заболевания и оказывать помощь нашим пациентам. У нас сейчас есть врачи общего профиля, онкологического, также есть маммологи, есть онкогинекологи, есть онколор-врач. В настоящее время прием пациентов ведется как в старом здании диспансера на Стадухина 81/1, так и в новом. Планируется поэтапное открытие остальных отделений. Диспансер, он очень большой, мощный, очень много отделений, то у нас планируется поэтапное ведение. Постепенно будем осваивать новую территорию. Пациенты у нас записываются через колл-центр по предварительной записи, по времени они подходят на прием. Планируется увеличение штатов, почти более чем в 4 раза. Если нас сейчас более 600, у нас будет штатных единиц более 1000. Пациенты и врачи отметили, что онкодиспансер оснащен высокотехнологическим оборудованием. Вообще очень рада, что новый диспансер у нас открылся, то, что мы сейчас работаем в новом здании, мы этого очень долго ждали. У нас у каждого есть свой кабинет, смотровой кабинет с новым оборудованием. Там, получается, гинекологические кресла новые, полностью аппараты Сургитрон, радиоволновые аппараты у нас новые. Оснащение намного лучше. У нас комфортабельный, получается, по Санпину, это все. Новое здание онкологического диспансера введено в рамках реализации национального проекта здравоохранения, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Теперь профилактика и лечение онкологических заболеваний стали гораздо легче и проще. Вероника Таюрская, Георгий Григорьев, Якутск. Ну а в первое воскресенье февраля весь мир отметил День борьбы против рака. В рамках знаменательной даты бригады Алданской центральной больницы провели медосмотры и выездные обследования, а в амбулаторных учреждениях прошли дни открытых дверей. О чем следует помнить каждому в нашем сюжете. Обследоваться и получить консультации специалистов все желающие могли в Алданской городской поликлинике в традиционный День открытых дверей, который прошел в рамках Всемирного дня борьбы против рака. Каждый может прийти проверить свое здоровье, тем более онкология, к сожалению, растет.
И не каждый, когда работает, может успеть попасть к врачу, а тут появилась такая возможность во внерабочее время прийти проверить состояние своего здоровья. Очень удобно, потому что обычно не можешь выкроить время, чтобы сюда прийти, а суббота – свободный день, то есть с утра пришел, прошел и уже уверен, тебя посмотрят и выяснят, что с тобой. Очень удобно. В этот раз жители могли пройти доврачебный осмотр, флюорографию и онкоскрининговое обследование, а также получить консультации дерматолога и онколога. Отдельные виды диагностики предлагались женщинам. Смотрим щитовидную железу, лимфоузлы, молочные железы, патологию кожи, если есть. Также берем мазочки на онкоцитологию, если надо, и дополнительные. Также отправляем на маммографию, по необходимости отправляем на УЗИ молочных желез. Ситуация по онкозаболеваемости в Алданском районе остается неблагополучной. По итогам 2023 года рост онкологических болезней превысил показатели предыдущих лет. Кроме того, специалисты отмечают тенденцию к омоложению рака. На первое место, конечно, хочется отметить, что это проблема, связанная с желудочно-кишечным трактом. Это говорит о том, что люди, пациенты не привержены к правильному питанию, не следят за своим здоровьем, потому что было очень много запущенных форм, хотя заболевание, оно явное и оно проявляется. На втором месте вышли такие проблемы, как заболевания, связанные с дыхательной системой. То есть это опять негативное влияние курения. На третье место вышли образования молочных желез. Чем раньше обнаружена опухоль, тем эффективнее будет лечение. Однако злокачественные новообразования коварны тем, что длительное время протекают бессимптомно. На начальных этапах они обнаруживаются только посредством специального обследования. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Более 230 детей из арктических сел Якутии обследовали мобильные доктора. Врачи детской многопрофильной бригады из Республиканского центра мобильных бригад продолжают свою работу в Нижнеколымском районе. На 4 февраля они провели обследование 238 детей в селах Андрюшкино и Колымское, из которых 191 представители коренных малочисленных народов Севера. Следующие осмотры детей ожидаются в селе Походск и районном центре, поселке Черский. Медицинская командировка будет продолжаться до 10 февраля. Для них это просто работа, а для нас настоящее чудо. Вход в отделение реанимации в Ленской центральной больнице такой же, как и во все другие. За непримечательной дверью та самая тонкая грань между жизнью и смертью. Среди коек, аппаратов ИВЛ, пищащих приборов и людей, чья жизнь в непосредственной опасности, ежеминутно работают квалифицированные врачи, реаниматологи. Их задача – вытащить человека с того света. Продолжит Светлана Балеева. Круглосуточно в реанимацию Ленской ЦРБ поступают тяжелые пациенты. В день здесь могут принять больше 6 человек. Вернуть их к жизни помогают врачи-реаниматологи. Среди них и Аида Асамбаевна Ильгидеева. Доктор молодой, но очень квалифицированный. Работает в отделении интенсивной терапии с августа прошлого года. Приехала в Ленск по приглашению главного врача. До этого девушка спасала жизни тяжелых больных в Аймяконском районе. Сегодня Аида дает наркоз и наблюдает человека на протяжении его лечения в отделении реанимации. Когда экстренные больные поступают, экстренные операции, там на наркоз захожу. В реанимации, как вы знаете, больные очень тяжелые, крайне тяжелые, умирающие, которые находятся на грани жизни и смерти. Очень тяжелое отделение, здесь работать очень тяжело морально и физически тяжело врачам. Инфаркты поступают, инсульты. Послеоперационно поступают, дети поступают, пожилые люди, сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность. Все болезни осложненные, тяжелые, поступают к нам. Профессия анестезиолог-реаниматолог очень сложная, особенно морально. Случаи бывают разные. Кого-то удается вернуть к жизни, а кого-то нет. Сегодня в отделении интенсивной терапии находится 3 человека. Врачи борются за их жизнь. Один последствия инсульта. Самостоятельно не дышит, на трахеостомической трубке дышит через трахеостому. Второй больной поступил из наркологии, с деменцией, плюс еще у него дыхательная недостаточность, там тотальная пневмония.
Еще один мужчина в возрасте. Его привезли на автомобиле скорой помощи. Был поставлен диагноз непроходимость кишечника. Проведена экстренная операция, состояние тяжелое, но жизни его уже ничего не угрожает. Несколько дней он пробудет в отделении интенсивной терапии. Когда состояние стабилизируется, переведут в профильное. Живот не болит? И таких историй сотни. Не все они имеют продолжение. Врачи не боги, но они будут делать все и даже больше для спасения человеческой жизни. Нового молодого специалиста коллектив принял тепло. Условия работы девушке тоже понравились. Она планирует остаться в Ленинском районе насовсем. И так же, как и приезжим ее коллегам, была предоставлена служебная квартира. Пришлось достаточно серьезные вопросы решать по жилью. Благодаря тому, что администрация Ленинского района пошла навстречу, жилье было предоставлено. Поэтому они у нас перед самым Новым годом заселились в квартиры, что наконец-то нам помогло уже точно закрепить, я надеюсь, докторов на месте. Спасать жизни сложно и ответственно. Но слова благодарности и выздоравливающие пациенты, рассказывает Аида Асамбаевна, заставляют ее снова и снова возвращаться уже в родные стены больницы. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Идем далее. Аэропорт «Полярный» в Мирнинском районе принял сегодня первый рейс на обновленную взлетно-посадочную полосу. Разрешение на ввод в эксплуатацию части полосы протяженностью 1550 метров было получено 31 января. Первым рейсом, который приземлился на обновленную полосу, стал Boeing 737-800 из Новосибирска. На борту находились 150 пассажиров. Реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропорта «Полярный» проводится по нацпроекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Нацпроект стартовал по инициативе президента Владимира Путина. В этом году в Полярном планируют обновить еще 950 метров взлетной полосы, рулежную дорожку и установить новое светосигнальное и метеооборудование. В Якутии на участке сезонной дороги Алекминск-Ленск автодороги УМНАС повышена грузоподъемность и разрешено движение транспорта весом до 20 тонн. Автобусный маршрут номер 101 вернулся на прежнюю схему движения в Якутске. Напомним, с 29 января пригородный автобус из столицы в Табагу в тестовом порядке начал курсировать по улице Птицевод. Просим жителей и гостей нашего города учитывать их при планировании своих поездок, отмечается в сообщении. Президент Владимир Путин поручил правительству расширить федеральный проект «Профессионалитет». Кроме того, правительство до 15 сентября должно будет представить предложение о поощрении наставников, подготовивших победителей и призеров чемпионата «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий, в том числе предусмотрев выделение на эти цели средств из федерального бюджета. Кабмину и главам регионов также нужно будет разработать механизм направления победителей и призеров этих чемпионатов на стажировку в организации, в том числе в компании, которые занимаются разработкой компьютерных игр. Обучить креативным решениям молодых талантов и помочь их продвижению. Такие цели ставит перед собой медиашкола «Аяр». Она стартовала сегодня в IT-парке Якутска. В этом году мероприятие проходит в рамках фестиваля «Мусустар» и охватывает несколько направлений интенсива. На открытии работал мой коллега Петр Васильев. Медиашкола этого года собрала сотню молодых людей от 18 до 35 лет. В течение почти 10 дней им предстоят теоретические и практические занятия под руководством лучших медиаэкспертов не только Якутии, но и России. Затем участники разделятся на группы по 3 человека, где создадут рекламные концепции и варианты креатива в рамках кейс-заданий. Мы сегодня нацелены дать максимальную возможность нашим участникам не сколько проявить себя, сколько, наверное, получить возможность для дальнейшего продвижения в рамках сферы медиа. Это возможно и трудоустройство ведущей медиакомпании нашей республики. Это возможно в том числе и в рамках муниципальных районов. Всего в этом году 3 главных направления работы медиашколы. Трек-видеограф научит основам работы с камерой, режиссуре и теории монтажа. Направление корреспондент позволит освоить навыки копирайтинга, а трек-инфлюенсер расскажет и покажет, как создавать контент в интернете, который гарантированно соберет аудиторию. На самом деле сейчас уже понятно, что всегда преимущество за профессионалами. И мы это видим на примере цифровых платформ, куда приходят профессионалы. И самое главное — делать контент грамотно, правильно
основываясь на каких-то там своих принципах. Причем география участников медиашколы в этом году более чем обширна. В Якутск съехались молодые медийщики из разных районов республики, в том числе из самых дальних арктических. По их словам, даже такая долгая дорога не смогла остановить их тягу к знаниям и жажду нового. Мой путь начался сутки назад. В 6 утра я выехала из дома. Перелет через Иркутск. Так быстрее, выгоднее оказалось. Ну и вот в 6 утра сегодня я прилетела в город Якутск. Ожидаю новые знания, новые знакомства, чтобы лучше, более интересно вести свою страничку. Я работаю в школе, у меня есть класс и много детей, которых я могу обучить, если им это будет интересно. Итоги подведут уже 15 февраля. Победителя ожидает главный приз в 100 тысяч рублей. Ну а сам фестиваль «Мусустар» пройдет 16 и 17 февраля в Якутске. В этом году для участников подготовили 13 треков. В их рамках состоится более 20 конкурсов. Нововведениями стали направления, посвященные году семьи в стране и году детства в Якутии. Петр Васильев, Григорий Охлопков, Якутск. Участники конкурса «Сулустар» тоже уже в Якутске. Ежегодный конкурс певцов проводят в 4-й раз, также в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». С прошлого года конкурс стал зачетным, и районы сами проводят отбор в муниципальных образованиях. Отборочный тур прошли молодые исполнители из 15 районов. Все подробности у Тимура Колмогорова. В столице республики полуфиналисты начнут обучение у артистов Государственного театра эстрады. На протяжении нескольких дней участники пройдут как теоретические, так и практические занятия, по итогам которых представят жюри свои номера. Будут проводиться мастер-классы по сценическому речи, по актерскому мастерству, по вокалу, если я не ошибаюсь, даже по хореографии у нас должны быть мастер-классы. А так наставники выбирают себе 3 участников своей команды, и вот мы должны по максимуму за 1 неделю обучить наших подопечных к азам артиста эстрады. Обладатели путевок в финал определят члены жюри, оценивая номера по 10-бальной шкале. Внимание будет обращаться на внешний вид, сценическое и вокальное мастерство, а также сложность репертуара. В финал выйдут 5 конкурсантов. Было очень волнительно, хочу сказать. Первый тур проходил в онлайн-формате. Это мы отправляли видео своих выступлений. И вот я, к счастью, прошел в полуфинал, чем очень горжусь. И находясь здесь, я очень сильно волнуюсь. И видя таких знаменитых людей воочию, это очень волнительно и очень круто, хочу сказать. Имена финалистов станут известны 10 февраля. Для них будет проведен специальный мастер-класс по вокальному искусству от преподавателя Российской академии музыки Дарьи Билько. Заключительный этап конкурса состоится 15 февраля, где будет выявлен обладатель гран-при и денежного сертификата в размере 115 тысяч рублей. Там же определится победитель в номинации «Приз зрительских симпатий», который получит 57 тысяч рублей. Тимур Колмогоров, Илья Сыромятников, Якутск. Национальный организационный комитет Якутии по подготовке и проведению 2-го десятилетия Олонхо при главе Якутии определил, что в 26-м году Эсэх Олонхо пройдет в селе Кабяй Кабяйского улуца. В этом году Эсэх Олонхо отметят в Амгинском районе, где сейчас идет подготовка к этому празднику. Основной площадкой для проведения праздника станет парк культуры и отдыха в Амге. А в столице Южной Якутии дан старт году семьи. В соответствии с указом президента Владимира Путина особое внимание будет уделено многодетным семьям. Уже утвержден план мероприятий, которые направлены на сохранение семейных ценностей. Церемония официального открытия прошла в районной администрации. Подробности в сюжете. В Нерюнгринском районе проживает более 30 тысяч семей. На торжественном мероприятии в честь открытия года семьи чествовали представители из разных поселений. Мы в этом году, как и вся страна, будем, знаете, так, без формализма проводить этот год. Обязательно будут разработаны новые меры поддержки нашим семьям в нашем Нерюнгринском районе. Обязательно воплотим их в жизнь. И то, что здесь будет воплощено в этом году, естественно, останется на долгие-долгие года. Мы обязаны поддерживать вот эти вещи в нашей стране.
Особое внимание уделили семьям, которые своим трудом заслужили уважение и почет, которые достойно воспитали детей и внуков и продолжают хранить ценности, являющиеся основой крепкой и счастливой семьи. Что самое главное в семье? Это труд. Ежедневный труд, который не знает ни выходных, ни праздничных. Заботиться о жене, создавать уют, потребность друг в друге. Мы от семьи Рокчеева, которая проживает здесь, в Нерюнгринском районе, в год, объявленный Владимиром Владимировичем Путиным, президентом Российской Федерации, годом семьи, хотели бы пожелать всем семьям, проживающим на нашей территории, на территории Нерюнгринского района, Республики Саха-Якутия и России, здоровья, семейного благополучия. Пусть больше будет у нас улыбок в семье, добра и всего наилучшего. Среди приглашенных молодожены, которые в этот день зарегистрировали свой брак. Мама с малышом, который появился первым в нашем районе в этом году. С добрыми пожеланиями выступил имам города. А представители национальных общин и творческие коллективы украсили мероприятие яркими концертными номерами. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.